Ну, нас бизнес онлайн обвинял в воровстве. Вот, этого нет, никто не нашел. Я не имею права получать гонорары по контракту с Минобром. Я даже получаю меньше, чем мои замы. Исхаков пенсионер. Мы дали ему возможность 6 лет еще поработать. У него темы научной нет. Он давно выдохся. Уж лет 20 он пишет одно и то же. Он хотел бы получать деньги, но не работать. Ну, Камасутру, татарская Камасутру. Это что, тема? То классическую историю немецкого образца мы сделали в семитомнике. А дальше надо по-новому подходить. Если Минниханов скажет в отставку, то уйду. Там иногда говорят, хорошо, что ты еще высказываешься. Добрый день. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня директор Института истории имени Марджани Рафаэль Хакимов. Рафаэль Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Долгожданная наша с вами встреча. И сразу возьмем быка за рога. Первый вопрос. Насколько я понимаю, закончилась прокурорская проверка в вашем институте. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об ее итогах. Ну, мы получили и справку, и представление, и требования по результатам этой проверки. Там и прокурорская была, но там участвовали и из счетной палаты, и из МВД тоже. В частности, МВД проверял и в Крыму наш филиал. Так что там достаточно это подробные, обширные, можно сказать, все, что можно было проверить, проверили. Вот, так что, ну, итоги для нас, конечно, и поучительные, но там каких-то таких страшных нарушений нету. Но, тем не менее, они есть, и мы должны представить прокурору где-то объяснение, а где-то как мы, значит, исправили эти дела. О каких именно нарушениях идет речь, незначительно, которые требуют изменений? То есть в какой области? Ну, главное для нас было то, что нас бизнес онлайн обвинял в воровстве. Вот, этого нет, никто не нашел. Это сразу стало ясно. Поэтому и казначейство, и счетная палата, они через 2-3 дня ушли. Просто там нечего было изучать. Но прокуратура более обширно смотрела и командировки, и личные мои счета, и откуда, где я живу, там, ну и так далее. Так что какие-то есть мелкие, есть какие-то более серьезные. Ну, например, то, что можно сказать серьезным, это у нас антикоррупционная комиссия не работала практически. То есть мы создали ее, потом посмотрели, вроде здесь для коррупции нету почвы, да, там. Но тем не менее это неправильно, это замечание мы сейчас исправили, обновили комиссию, создали план работы, этику поведения. Ну, в общем, все положено, как положено, мы это все сделали. И другие исправления тоже были. Но некоторые есть такие, которые не от нас зависят. Например, адрес Института истории. Да, там. Да, юридически, я так понял, там юридический адрес фактически есть, юридического нету. И мы сами страдаем от этого. Просто здание сдавали зимой, и там весной начала штукатурка отваливаться, начали ремонтировать и на баланс не могли принять. Так что мы просто объяснение написали и попросили аппарат президента ускорить эту процедуру, значит, здание, чтобы взяли на баланс. Так что есть замечания, касающиеся оформления документов. Очень много федеральных законов, и которые, конечно, мы не все знаем, да, мы же не юристы, но мы работали, как сами понимали, вроде бы правильно, но оказалось, все же там некоторые нарушения были. Там, мы взяли на работу Ахмедшина, он был полномочным представителем республики в Петербурге, но надо было известить президента, что он теперь работает у нас. Это считается нарушением, поэтому я тоже должен административную ответственность нести. Ну, то есть санкции в данном случае прокуратуры – это представление на устранение нарушений. Да. Несколько или одно, или я не очень понимаю? Значит, институту есть представление, обширная справка, там с таблицами, то есть все, что они смотрели, кто куда ездил, значит, в какой гостинице останавливался.
Вот. А есть более короткая справка для Министерства образования, но там фигурирую и я лично, потому что вроде я ответственен за дела института, и поэтому они должны тоже принимать какие-то меры. Вот. Ну, там то, что касается моих счетов, там все зарплата, там ничего другого нету. Я не имею права получать гонорары по контракту с Минобром, не могу получать дополнительные, вот, например, внебюджетные, и есть у нас программы, проекты, довольно много их, вот, сравнимые с бюджетным финансированием. Там я не имею права получать. Я даже получаю меньше, чем мои замы. То есть я правильно понимаю, что то, что в интервью «Бизнес онлайн» говорил Дамир Исаков, это не подтвердилось. Речь идет о завышенных премиях, которые куда-то там уходили. Речь идет о том, как институт издает книги, что якобы какие-то там есть коррупционные факты. То есть это по данным прокуратуры, счетной палаты не подтвердилось. Ничего не подтвердилось. Абсолютно. Ноль. Зеро. Вы в связи с этим как-то будете, может быть, через судебные органы привлекать господина Исхакова к ответственности? Ну, у вас есть такая возможность, да, насколько я знаю, понимаю? то есть у нас результаты проверки на руках. Ну, я не думаю, пока у нас еще прокурорский надзор до 20 апреля, то есть мы должны представить все документы, где мы исправили, там протоколы заседания ученого совета, который сегодня прошел. А там посмотрим. Ну, видите, у нас не очень любят, когда раздувают такие вещи. Кто не любит? Ну и мы же работаем и с аппаратом президента, с министерствами, да и прокуратура там говорит, вы все на виду, не успеешь к вам прийти, уже сообщение в соцсетях. Вышел из института и уже сообщение в соцсетях. Век высоких технологий. Ну да, там это настолько быстро, я думаю, что заседание ученого совета тоже уже разлетелась информация. Поэтому нет, но странно, что «Бизнес онлайн», вот мы столько лет сотрудничали. Так это же интервью, это же не они публиковали. Ну, то есть... Ну как это? Нет, ну в смысле это интервью, но это не позиция редакции. Интервью, что сказал человек, то они Но публиковали. в таких случаях, если это солидные газеты, они должны дать альтернативную точку зрения. Они вам не звонили? Нет. Потому что меня-то они знают очень хорошо. Ну, я представляю. Могли бы хотя бы вопросы задать, я бы ответил. Там, А вот сразу, когда началась эта ситуация, вот этот, так скажем, небольшой скандал, замдиректора института Радик Салихов говорил о том, что, прошу прощения, помимо слов Дамира Исхакова, были десятки якобы каких-то анонимок, и, ну, я так понимаю, видимо, в какие-то надзорные органы обращения. И что Радик Салихов назвал вот всю ту ситуацию массовой, масштабной, спланированной акцией. У меня вопрос к вам. Такого же мнения вы придерживаетесь? И если да, то кто, на ваш взгляд, является тем человеком, который спровоцировал эту акцию и спланировал? Ну, это трудно сказать, потому что в соцсетях это все анонимно было. И то, что было письмо Минобр, оно тоже анонимное. Там Минтруд, написан коллектив института, но никаких подписей нету, фамилий нету. Ну, можно понять, почему нет. Да. С другой стороны. Поэтому сказать, кто спровоцировал, мне очень сложно. Но вы считаете это спланированной акцией? То есть первый вопрос был? Ну, первые дни почувствовалось, там только это вышла статья Исхакова, да, тут же пошло в сетях одновременно примерно один и тот же текст наезд. Но не считаете ли вы, что в институте действительно назрели какие-то перемены и все-таки проблемы среди людей, которые там работают? Может быть, они не могут до вас их донести, потому что вы начальник, но все-таки есть какое-то недовольство, которое, может быть, вы как-то упустили из виду? Ну, понимаете, Исхаков пенсионер. Мы дали ему возможность 6 лет еще поработать. У него темы научной нет. Он давно выдохся. Уж лет 20 он пишет одно и то же. Ну, нам это не устраивает. Потом мы же предоставляем возможность пенсионерам работать в госпрограммах, проектах. У нас их много. И мы это отрабатываем. И там неплохие деньги. Но он хотел бы получать деньги, но не работать. Вот это проблема.
Ну, это вы говорите только о Дамире Исхакове. То есть у других сотрудников института, на ваш взгляд, не возникает никаких вопросов к руководству? Ну, они не такие, чтобы выносить это в таком масштабе и обвинять в воровстве и так далее. Мы, в принципе, регулируем. Эти двери всегда открыты. Сюда любой может зайти. Там вопроса нет с этим. И в любом случае, некоторые, если там стесняются ко мне, есть замы, есть заведующие, которые спокойно заходят. Ну, какие-то трения есть, потому что нам надо двигаться вперед. Новые технологии, да, новый взгляд на историю. Мы уже вот ту классическую историю немецкого образца мы сделали в семитомнике. А дальше надо по-новому подходить. Ну, например, мы провели социологический опрос. Оказалось, молодежь не читает книги, не смотрит телевизор, не читает газет. Вот. Они все в соцсетях, в интернете. Поэтому мы сделали пробный ролик краткой истории татар. Она за первые 2 месяца набрала 300 тысяч, потом 500 000, потом начал зашкаливать, уже пошло перепосты. И это нам обошлось всего 200 000 рублей. Понимаете, там если 1 000 000 просмотров, это совсем другая ситуация. То есть мы всю эту информацию, которую накопили вот в этих шкафах, да, издаем очень много. Читают только узкие специалисты, там, ну, 100 человек наберется по России, допустим, да, и в Европе. Ну, хорошо, там какие-то у нас более популярные, ну, 1000 человек. А здесь же до 1 000 000 доходит. Это все, это реальность изменилась. Но у нас не все хотят меняться. Особенно, когда уже пенсионный возраст, а такие у нас есть, там они сразу останавливаются и начинают просто старые крутить, вот, переиздавать старые. А это нас не устраивает. Вы, собственно, сейчас сказали мне, и вот в интервью издания «Реальное время» то же самое повторили, точнее, мне повторили. Говоря о Дамире Исхакове, вы сказали, что он 20 лет не пишет ничего нового. Да. И сейчас мне это сказали. Собственно, первый вопрос. Почему вы не прекратили с ним трудовые отношения раньше, учитывая то, что вы с ним сотрудничали при том времени, когда вы уже были директором 11 лет, насколько я понимаю, или 10? И почему все-таки приняли такое решение в декабре? Нет, у нас как бы мы для себя сделали такое правило. После пенсии мы даем еще 5 лет работать. Просто есть узкие специалисты, которых мы не хотим терять. Ну, например, по костюмам Суслова, да, она уже пенсионерка, но нет другого у нас замены. Была одна аспирантка у нее, но ее забрали разные бизнес-структуры, потому что шить надо костюмы там, для танцев, для всего такого. Вот. Или по праздникам, тоже у Разманова, там 80 лет, она говорит, я уже не могу, я уйду. Ну, сразу с этим теряется тема праздников татарских, понимаете? Поэтому мы, такое правило было, 5 лет они еще работают, потом еще год даем на полставки. И после этого они переходят на проекты. Если они там находят себя, то продолжают. Ну, Исхаков не нашел себя. Поэтому мы автоматически не продлили контракт. Вот и все. Вот вы сказали, что не пишет ничего нового. Насколько я знаю, Дамир Исхаков вместе с Искандером Измайловым готовили всю этническую часть, так называемую в кавычках, семитомника истории татар. То есть все-таки человек и работает, я, конечно, далек от истории в республике, но тем не менее. То есть, ну вот, подготовил. Уж явно, наверное, не 20 лет все-таки, Рафаэль Сибгатович. Ну, это, во-первых, он старый дал, старый материал. Ну, редколлегии же, в том числе, вы приняли его? Приняли, он сам в редколлегии. И вы в редколлегии? Да, и он, кстати, Меркасым... По-моему, он не в редколлегии. В редколлегии, да. Ну, и в большой редколлегии. В начале вот семитомника там я его не нашел в редколлегии, по крайней мере, 7-го тома. Ну, может быть, я ошибаюсь. Нет, в общие есть. И есть в отдельных томах, где он публиковался, он там есть. Вот. Но Меркасым Усманов очень уж его любил. А мы 2 редактора были, и с его мнением приходилось считаться. Ну, и это старые материалы. Не скажу, что очень удачные, но семитомник мы брали устоявшийся материал, да, какой-то.
Не то, что новый. Нам не надо было совершенно новым. Мы смотрели публикации, и если человек уже себя заявил, мы его включали. А так вот совершенно новый мы не включали. Это же, ну, сами понимаете, семитомник – это не такое вот исследование, да? Это в целом это исследование. А отдельные статьи, авторы, они должны были быть уже авторитетами какие-то. Он доктор наук, более-менее известный, так что нас это устраивало. А вот уже сегодня, вот когда надо заново написать, значит, переосмыслить то, что было там, ну, он демограф, да, по специальности, он отстал. По этническим делам нас не устраивает такое, когда он делит татар вот на части, припевь. Да, вот это я тоже обратил на это внимание в вашем интервью «Реальному времени». Вы вот сказали, что, по мнению Дамира Исхакова, значит, он делит сибирских татар отдельно, крымские вообще к нам не имеют никакого отношения, еще другие татары что-то там дальше. Я вот не очень понимаю, я сразу говорю, я здесь не очень разбираюсь, но я хочу спросить такой дебильный вопрос. Вам это не нравится? Слушайте, а вы же тоже не истина в последней инстанции, чтобы считать, что татары часть, сибирские татары часть этих татар и так далее, и так далее. Ну, то есть, я так понимаю, судя по тому, как вы сказали, что есть позиция либо вас, либо института, либо Татарстана, как он относится к этому вопросу. И если мнение какого-то человека, в данном случае Исхакова, отличается, то вы стараетесь его подвести под общую линию, я утрирую, партии, в данном случае татарстанской власти. Или я что-то не так понимаю? Да, не так понимаете. Объясните, пожалуйста. Мы написали отдельный том, он называется «Татары Сибири», и там на документах показали, что они это отдельные. Да, в языке есть особенности. Это говор. Также отличается умишар отчасти, особенно сергачских. Да, там какие-то нюансы в разговоре. Там, например, в русском языке есть казаки, да, там, вот у них в чем-то есть различия, особенности. Вот на этом уровне, не более того. По документам видно, это писали сами сибиряки, причем русские, не татары. Поэтому мое мнение в данном случае найти хорошего специалиста, лучшего из лучших. Вот к чему сводится моя позиция. Не, ну то есть как будто, не знаю, не то, что запрет другого мнения, но это же история. Ну, пожалуйста, пусть пишет, что он и пишет. Но не в рамках работы на институт. Ну, как угодно. Ну, если вы все-таки не продлили с ним контракт. Ну, вы, да. То какой смысл с ним продлевать? Не знаю, он не работает. Он не работник. Просто нет. У него темы нету. Ну, Камасутру, татарская Камасутру. Это что, тема? Мы ее не утвердили. Почему? Слушайте. Я тоже сначала Он думал. практикой занимается, но теории-то нет. Ну, я все равно, как он мне объяснял, Дамир Исхаков, что эта тема важная. То он все мне на примерах, там, ну не на пример, там буквально 3 минуты, объяснял, почему, то есть различия, в том числе в эротических вопросах. Но, то есть это какая-то принципиальная позиция. Это не тема института истории. У нас есть утвержденные, у нас есть госзаказы, которые Кабмин проверяет, у нас есть учредитель Министерства образования. Мы не можем вот так, вот ему захотелось, и мы это приняли и считаем это научной работой. Тем более теории нету. Теории нету, ничего нету, пустое. Пустая болтовня, пиар. Окей. Давайте мы продолжим тему семитомника и, собственно, перейдем к 7-му тому. Дамир Исхаков мне говорил о том, что его мнение, слова, что редколлегия или же после того, как Минтимер Шаймиев прочитал семитомник, якобы из 7-го тома ушел раздел про национальное движение конца 80-х, начала 90-х годов. Я посмотрел этот семитомник, 7-й том. Там действительно есть про татарское национальное движение немного. Я автор этих 2 параграфов Индус Тагиров. И я уточнил этот вопрос у Дамира Исхакова. Вот же все-таки что-то есть. Говорят, что по факту там, по сути, нет ничего, и очень многое было убрано. У меня первый вопрос, Рафаэль Сибгатович. Читал ли перед опубликованием 7-го тома его Минтимер Шаймиев? Нет, конечно. Вы мне сейчас честно на духу говорите, что он его не читал? Нет, конечно. И другие люди, которые относились к тому периоду событий, о которых было написано, например, в 7-м томе, может, в других, никто это не читал.
Нет, редколлегии. Я имею в виду помимо Нет, редколлегий, тех людей, которые были в то время на ведущих ролях. Нет, ни Горбачев не читал, ни Шаймиев, ни Минниханов не читали. Не читали. А что вы скажете по поводу того, что вот якобы важная часть этого седьмого тома татарского национального движения была очень так в усеченном варианте опубликована? Были ограничения по объему. Вот. И эти ограничения касались даже Шаймиева и Горбачева, и Минниханова. Но им больше дали мы, по одному листу. Остальным пол-листа. А то, что Исхаков, его точка зрения, она далеко не объективная. Почему? Потому что он там участвовал и считал, что все это его заслуги. Это так же, как и вы участвовали, по сути. Но я участвовал, но я не Вы же писал. были политическим советником все-таки, Тимир Шаймиев. Но писал Индус Тагиров, который более объективен в этой части. То есть исключительно был сокращен раздел про национальное движение, безусловно, очень важно, просто из-за Ничего того... не сокращалось. Но вы Там сказали, было что из-за объемов. Нет, условие было сразу дано 0,5 листов. А вы не считаете, что маловато? Все-таки большой такой... Маловато. Вообще 7-й том можно на 5 этот увеличить. У нас было заранее заведено больше 1000 страниц не публиковать. Это две причины. Во-первых, чисто типографски просто держать это тяжело, да? Вот. Во-вторых, когда ты даешь ограничения, статьи получаются более качественные. А потом это движение, если уж посмотреть, да, в истории Татарстана вот тех лет, 90-х и дальше, Тоци уж не сыграл такую же большую роль. Я ведь участвовал в принятии решения у Шаймиева. Ну, смотри, это будет у нас сейчас очень долгий разговор, если мы поднимем эту тему. Я спрашивал у людей, дай бог они, и слава богу, они еще живы, которые участвовали в национальном движении, и мне люди эти говорили о том, что, по их мнению, Тимир Шаймиев их использовал для того, чтобы вот этот вот кусок суверенитета, сколько сможете, скушайте, и вот это все слова Бориса Ельцина, и что Тимир Шаймиев их использовал, а потом, бросил. И все эти большие митинги на площади Свободы, вы-то их помните, я-то, конечно, нет. Ну, я ведь тоже там участвовал, и потом стал советником. И я могу сравнивать, как было там, как было тут. Многие идеи, они, конечно, перешли туда, потому что и я туда перешел. И, естественно, я свою точку зрения не менял. И сейчас считаю, что это был важный период на 0,5 печатного листа. Окей. Есть слухи, Рафаэль Сибгатович, что итоги прокурорской проверки куда более для института неприятные, но о них не будут говорить, а вы в этот момент тихо уйдете в отставку. Вот вопрос, не собираетесь ли в отставку и соответствуют ли слухи, имеют ли они право на жизнь? Ну, если Минниханов скажет в отставку, то уйду. Но сами не планируете. Он сказал, работай. Когда он сказал работать? Ну, когда мне 70 лет исполнилось, я хотел стать научным руководителем, как Российская академия наук. Все переходят, спокойная жизнь. И сидишь, занимаешься наукой, получаешь то же самое, даже больше. Потому что я сейчас ограничен, не могу получать много. Минобр следит. Вот, и у меня замы получают больше, сотрудники получают больше, чем я. И ты что, спокойная жизнь. А пусть молодежь бегает по совещаниям, и все остальное. Минниханов сказал вам работать. Работать. А это, напомните, пожалуйста, когда у вас день рождения? 12 февраля. То есть уже в момент скандала? Нет, это год назад. Год назад. Ну а сейчас-то вот все-таки есть Я такое избранный, событие. вот в чем дело. Я избранный тайным голосованием. Ой, ну господи, вы же всегда можете уйти, если при желании. Нет, да, конечно. Но я человек этой системы, я там, понимаете, я как бы привык работать с ними согласованно. А может тут еще вернуться вот к прокурорской проверке? Вы сказали, что вот Минобра тоже вынесли представление, там вот фигурируете вы. Да. Что-то вы тоже должны сделать, или я не так понял? Ну, да. За Ахметшина должен ответить вот то, что я не сообщил президенту.
Вот. Ну и там то, что вот недостатки были, это как бы на меня ложится же. А сколько вам дали на устранение? До 20 апреля, вы сказали? Да, 1 месяц. А вот то, что говорил Исаков по поводу запредельных премий ваших сотрудников, что у кого-то очень большие суммы, там пару сотен, а у кого-то 5-10 тысяч, вы это не подтверждаете? Нет, прокурор не подтвердил. Вам, соответственно, об этом тоже ничего известно не было? Что именно? Ну, вы же наверняка видите все документы по зарплатам, по премиям, все-таки как директор. Подписываю. Вот, и, соответственно, там таких крупных, такая разница в премиях, для кого-то 100 тысяч, для кого-то 10, такого не было. Нет, конечно. А мои премии выписывает мне Министерство образования. Ну да, было бы странно, если бы сами вы их выписывали. Ну да. Они же регулируют мои отпуска, командировки подписывают. Поэтому там все жестко. У меня же, я обложен так, что шаг вправо, шаг влево, это невозможно. Это фантазия чистой воды. У нас все проверили, все премии. Все. Досконально. Ничего такого нет. И быть не может. Давайте перейдем к еще одной теме. Мы затронем ее буквально немного. Как вы оцениваете выборы президента России на территории Республики Татарстан? Ну, у нас голосуют консолидированно. Для того, чтобы не столько выбрать Путина, с тем, чтобы нормальные были отношения Минниханова с Москвой. Это есть такая традиция, она давно, в 90-е годы еще заложилась. Поэтому нормально выборы прошли. Вы думаете, людям не плевать, какое отношение у Минниханова с Москвой? Нет, не все равно. Людям, не чиновникам. Да, не все равно. А я вот уже тоже, извините, что я так часто перехожу на интервью с Дамиром Исаковым, просто я там выразил свое мнение, которое я считаю, и уж простите, здесь важным. Вот сначала я задам вам вопрос. Не считаете ли вы немножко удивительным голосование и процент 82 с копейкой за действующего президента, учитывая то, что этот действующий президент отнял у 3 миллионов людей язык? Это обида осталась. Я что-то не вижу. Количество процентов, по сколько увеличилось? Ну, я знаю. Явка просто меньше. Я знаю. Я по себе знаю, по другим знаю, по разговорам знаю, по печати, по соцсетям. Но все равно у нас поддерживает мнение Минниханова, потому что он представляет республику. И нашим не хотелось бы, чтобы стало хуже. И вот тут же вопрос. Не считаете ли вы издевательством над здравым смыслом и над всей татарской нацией слова Рустама Минниханова спустя неделю после окончательного решения Госсовета по языковому вопросу, в котором господин Минниханов сказал, что свыше 80% граждан Татарстана поддерживают политику Владимира Путина? Не считаю, потому что очень многие в него верят. Так в что верят? Он татарин, в том числе у его детей отняли обязательное преподавание татарского языка. И у всей татарской нации, нет, у главным, татар которым он является. Отняли у русских. Нет. Нет, ну в смысле, в детстве, в семье, конечно, люди смогут говорить. Нет, зачем? Ну, школы татарские же есть. Сколько? Ну, достаточно, чтобы... Ну ладно уж, желающие сколько у нас школа могут. в Казани татарских? Я думаю, что здесь надо менять в общем политику. Мы это обсуждали в узком кругу, что дальше делать. И к чему вы пришли? Надо качество, и не во всех школах, а в элитных. Повышать качество преподавания татарского языка только в элитных школах? Нет, или что? в общем повышать качество преподавания. А вот что про элитные вы сказали, я не хочу. Но должны быть элитные школы, как во всех странах мира. Ну не все же смогут позволить себе элитные школы. Не все. Не у всех дети. Да, не все могут быть богатые. математиками. Но когда создали математические школы, как Колмогоров, по-моему, создавал, в Новосибирске начиналось. Это по всему миру пошло, и отобрали выдающихся математиков. Так что надо по этому пути идти. Вот я вас сейчас хочу спросить, я понимаю, что вы мне никогда не ответите честно на этот вопрос, но все равно хочу его задать. То есть помимо того, что вы директор института, вы бывший советник Шаймиева, вы человек, вы отец, вы дедушка и так далее. Вот, и, собственно, татарин, в первую очередь, что в этом вопросе важно.
29 ноября, когда депутаты Госсовета проголосовали за то, чтобы вот изменить и согласиться на методику преподавания национального языка, спущенной Минобром России, вам не было стыдно за всех этих людей, сидящих на площади Свободы, дом 1? Да, было. И я русский, да, то есть на 25% я только крымский татарин. И через 5 дней эти люди, за которых вам было стыдно, точнее один, говорит о том, что надо голосовать за президента. Для меня это в голове не укладывается. Как это могли простить люди? Ну, я не думаю, что они простили это. Ну, проценты голосов они простили, еще и сказали, давайте еще, пожалуйста. Ну, видите ли, тут, во-первых, татары где-то расслабились, решили, что все решает руководство, от них мало зависит. То есть, когда были 90-е годы, времена ТОЦ, вот я вспомню, да, тогда мы полагали, что от нас все зависит. Но потом укрепилась вертикаль власти. Это какая-то рабская позиция, Фальсив Гатович. Ну, конечно, вертикаль власти, она на это и направлена. Потому что вертикаль есть вертикаль. Она всех выстраивает. И не думай. Тебе не положено думать, тебе положено исполнять. Это общая структура. Многие очень с удовольствием это восприняли. Потому что как-то знакомо с советских времен. Тем более такая у нас есть психология армейская, да, там. Вот, да, порядок должен быть. Поэтому они как-то подзабыли и свои национальную идентичность. Это тоже есть. Вот. И на самом деле правильно, если ты начинаешь в семье это делать. Я татарский выучил в семье, потому что мы по-русски не говорили в семье. Не положено. Ну, как бы было неловко дома говорить не по-татарски. Вот. А дальше я учился на русском, но я язык знаю. И этот тоже момент существует. И система образования, и Министерство образования не оказалось на высоте в этой части. Ну да, то, что перегнули в свое время, это уже сделали вывод даже родители, которых дети ходят в школу. Да. У меня еще один вопрос. Было качество образования. Я всегда это говорил, что это ужасные учебники. По ним я бы не смог вот ничего сдать. Так учебники, я согласен с вами, но когда 5 раз насаждают татарский язык, это тоже не всем нравится. Да. И, соответственно, это в свое время привело к тому, если бы это было привлекательно, например, в детских садиках, да, где там учат по-татарски, русский тоже с удовольствием. В игровой форме, мультики, вот так, да, там, им это нравится. А когда тут начинают по таким учебникам, жутким совершенно, да, суффиксы, аффиксы, да, зачем они нужны? Для разговора не надо, для понимания не нужно. Надо же русским дать, чтобы он просто понимал основы, да, мог понять, когда вот разговор идет здесь, на татарском, чтобы он как-то не в стороне оказался. Больше не надо. А вот говоря о том, почему так говорил Рустам Минниханов после решения языкового вопроса не в пользу татар, я могу понять, это политика, и для него, видимо, политика оказалась важнее татарской нации. Это мое оценочное суждение специально для некоторых органов, я хочу сказать. Но есть же такой человек, бывший ваш начальник Ментимир Шарипович Шаймиев, для которого придумали должность, который вроде бы не сильно зависит от федерального центра. И да, конечно, деньги в том числе приходят оттуда, на Булгар и Свияжск, но тем не менее, его же считают чуть ли не отцом татарской нации, а он ведь практически даже толком и не высказался. Не высказался. Публично там было бы заявление, но вы знаете, они были вылизаны цензором. И они были так аккуратно сказаны, что не того, мне кажется, ждали. Тот же самый Дамир Исаков сказал, что в каком-то узком кругу Ментимир Шаймиев, я уж не знаю, свечку не держал, сказал по поводу языкового вопроса и всего это, всей позиции Москвы, ну вообще. И он вполне мог так сказать, немножко зная выступление Ментимира Шаймиева. Что вы об этом знаете? Ну откуда может Дамир Исаков это знать? Я вас спрашиваю, может быть, вы знаете. Он не может это в принципе знать. Хорошо. Его узкий круг никогда не пускает. Нет, он там и не был. Ну, конечно, откуда может знать? Он фантазирует. У него это есть. Он выдумывает, что-то ему вот мерещится, да, и он начинает это выдавать за истину. Вот. Так что он-то высказался. Но, понимаете, я из политики ушел. И, честно говоря, и не хочу больше туда влезать. И даже комментировать эти вещи.
Вот у меня есть история. Все, то, что мог, я сделал, когда был советником. Ну вот это события конца 2017 года обязательно попадут в учебники истории, Рафаэль Сибгатович. Ну, пусть попадут. Ну, это обязательно должно быть. Пока Наверное. пока от меня зависит. Интересно, да. Ну, посмотрим. Пока я директор еще. Безусловно, Не есть же не уволен. только Институт истории Академии наук, точно. Институт Марджани. Ну, я думаю, федеральные историки тоже об этом могут написать. Они это федералы, это отдельный разговор. Ну, то есть, вот вы мне сказали, что вам было стыдно. То есть вы вот как человек, как татарин, чего ждали от него? Не, он высказался, поэтому... Напомните, пожалуйста, как он так жестко высказал, что я не запомнил? Ну, я не знаю, в какое-то интервью, да, и я это знаю точно. Ну, просто потом, перед выборами президента, он пришел в штаб Владимира Путина, и ура, давайте голосовать за Владимира Политики Путина. это бывает часто. Я это понимаю, но... Это политика и есть политика. Но Минтимер Шаймиев, хоть и с большим влиянием, но давно уже не такой влиятельный человек, и все-таки может себе, в том числе благодаря своему опыту, своей репутации, своему тому же еще прежнему влиянию, высказаться куда более жестче, чем действующая власть Татарстана. Задайте ему вопрос. Вы знаете, Минтимер Шаймиев не хочет со мной разговаривать. У нас тоже с ним непростые отношения. Хотя, конечно, мы очень уважительные, слов нету. А вас не смущает, что во-первых, власти Казани разрешили с первый согласованный митинг защиты татарского языка только в феврале. Весь тот ключевой момент, когда были эти переговоры, под различными предлогами власти запрещали митинги, были только одиночные пикеты. А у меня, собственно, вопрос не во властях, с ними давно уже все понятно, а именно в людях. Вот когда первый митинг согласовали, уже, правда, в феврале, и это организовал Всетатарский общественный центр, и это было достаточно далеко от центра, и было холодно, вышло максимум 150 человек. А в интернете, если вы наверняка видели, эти же какие-то ужасные схватки людей, которые за татарский язык и против татарского языка, а на деле-то их, собственно, по крайней мере, защитников татарского я, по крайней мере, на улице не увидел. Почему, вы думаете? Вы знаете, я еще раз повторюсь, я ушел от политики и очень доволен тем, что я сейчас не в политике. Но по языку я высказался, поэтому и достаточно резко. Поэтому, повторяться не хочу. И не хотел бы, чтобы вы меня втягивали в политику. Нет, я именно хочу ваше мнение, почему люди не выходят. Я про это и говорю. А можете ретранслировать то, что вы тогда сказали в общих чертах, потому что я не все помню. Потому что наши зрители не смогут так просто взять и проверить. Если отключите, скажу. А мы же для зрителей, собственно, показываем. Но вы это говорите у меня в каком-то... тоже есть обязательства, понимаете? Я должен работать с властью, госорганами. А где вы это сказали? Не подскажете, чтобы я сам посмотрел? Скорее всего, в реальном времени. В реальном времени? В каком месяце? Ну вот, когда я сразу высказался. Ага. Когда? Еще лето, получается? Ну вот, да. Сразу, по свежим следам, не дожидаясь никаких мнений. А судя по тому, что вы говорите, вам как-то запретили, да, об этом говорить? Ну вот вы сейчас говорите, что вам работать с властными структурами, у вас есть обязательства. Мне, кстати говоря, не запрещает. Я довольно резко могу высказываться, и меня терпят. Видимо, вот так сложилась традиция. Я при Шаймиеве иногда говорил резкие вещи, да, там, и дальше продолжал. У меня характер такой, меня трудно изменить в этой части. Поэтому там бывают иногда просьбы, о Москве не высказываться особенно резко, а так, аккуратно. Ну а что значила ваша вот эта фраза, что мне еще работать с властью? Нет, я всегда работаю. Ну да, то есть вы же ее зачем-то сказали мне? Всегда есть компромиссы, и всегда должна быть согласованная какая-то позиция. Нравится, не нравится. Мне много чего не нравится, может быть. Но, тем не менее, мы работаем, и по языку мы провели социсследования, посмотрели интернет, посмотрели соцсети, что там говорится, откуда ноги растут. Так что такие я задания выполняю, да, они нужны для понимания ситуации,
для планирования, что дальше делать. Поэтому это взаимные такие вещи, которые строятся не на деньгах, а строятся на общем понимании ответственности за республику. А вы не устали вот от этого? Вот лавировать, хоть вы и не политик Так я и уже. говорю сейчас, я не высказываюсь, чтобы не лавировать. Ну то есть, это еще А вы хуже, меня по-моему. вынуждаете. Ну, у меня работа такая. А у меня другая. То есть не говорить вообще ничего, это же еще хуже даже, чем лавировать, по-моему. Я знаю. И там иногда говорят, хорошо, что ты еще высказываешься. Вот на этой радостной новости мы закончим сегодня. У нас, точнее, мы сегодня в гостях были у директора Института истории имени Марджани Рафаэля Хакимова. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в Ютубе. До свидания.